А коронавирус атәыла аларҵәара ҳалмыршаразы еиҿкаауа аштаб аусура иацнаҵоит. Аԥсны ахадинапынҵақәа назыгӡо Валери Бганба ҳаиԥылара аартуа еизаз зегьы еиҭаргәалаиршәеит Аԥсны акарантин шрылаҳәом шаԥымзабжьбанӡа, аха ианаҭахха аамҭазы уи иҵегь ишацҵахо. Мы не могли до конца, может быть, принять меры, которые были необходимы в первичный период, но вы понимаете, почему из-за тех политических процессов, которые шли у нас в стране, мы, конечно, не могли ограничить полностью деятельность государства в этот период. Может быть, это, к сожалению, тоже какую-то негативную роль сыграло, но мы считаем, что если с сегодняшнего дня мы не ужесточим работу по карантину, не ужесточим деятельность всех наших служб, не ужесточим наши меры, которые будут препятствовать проникновению коронавируса, нас может ожидать серьезный всплеск болезней, с ним бороться очень тяжело. Вы видите, что происходит в мире, особенно в Европе, которая, наверное, и по развитию медицины нас превосходит, и, наверное, по всем финансовым показателям, экономическим показателям. Тем не менее, вы видите Италия, Франция, Германия. К сожалению, ситуация там очень плохая. Если мы вот так будем относиться, как до этого мы относились к этому заболеванию, я думаю, что всплеск у нас тоже неизбежен. Аԥсны асанитартә ҳақьымхада Людмила Скорик ҳлықәгылараҿы ажәалагалага ҳасабала илҳәеит ишалагалатәу авирус аҽацәыхьчаразы аметод ҿыцқәа. Уахь иахылаԥхьаӡалеит ауааԥсыра рыҩнқәа рҿы раанхара, иахьынӡазалшо азеиԥш транспорт ахы амырхәара, убасгьы шьыжьнаҵы аусурахь инеиз ауаҩы ишоура агәаҭара. То есть утром, приходя на работу, не нужно игнорировать, это не смешно. Каждый сотрудник должен измерять у себя температуру. Именно на рабочем месте, не тогда, когда он вышел из дома или когда он перемещался. Да, вот он пришел на рабочем месте, замер температуры. Почему? Потому что лицо с повышением температуры должно отправляться домой. Убасгьы Людмила Скорик илҳәеит акарантин аусура иҵегь ишацҵатәу аҵараиурҭақәеи ахәыҷбаҳчақәеи ауаа рацәахьеизало аҭыԥқәа рҿы. Убри адагьы хымԥада акультуратәи, аспорттәи усмҩаԥгатәқәа реиҿкаара шыҟамло еиҭазгәалҭеит. Естественно, продолжить запрет на проведение всех массовых мероприятий, которые в республике уже как бы запрещены, но дальше продолжить их и ужесточить надзор за отсутствием проведения таких массовых мероприятий. Плюс я предлагаю ограничить выезд в командировки всех лиц, если это не связано с жизненно важными такими функциями, например, командировать, например, министра здравоохранения за гуманитарной помощью вот в таком объеме. То есть одного человека отследить всегда легче, посадить его на 14-дневный карантин и наблюдать за его состоянием здоровья всегда легче, чем отслеживать, кто приехал, откуда приехал, как приехал, объяснять этим людям, что они должны самоизолироваться. Это просто невозможно. Анаҩс ажәалагала ҟаҵан атәыла анҭыҵынтәи ихынҳәуа Аԥсны атәылауаа аҳәаа ишахыслак еиԥш аамҭа мгакәа жәиԥшьымш акарантин аҩны ирхыргаразы. Людмила Скорик иазгәалҭеит ҳуааԥсыра еилыркаарц шрыхәҭоу асеиԥш иҟәаԥҟарақәа раԥхьа иргыланы дара шахьчо анаҩс егьырҭ ауаа. Убас ҳхы анымҩаԥаҳамга аҭагылазаашьа ицәахар алшоит, лҳәоит лара. Убасгьы иазгәалҭеит ишаҭаху аџьармыкьақәа зегьы раркра аамҭала аҳра зуа авирус аҽацәыхьчаразы. Ограничить работу центральных и вещевых рынков. Почему? Потому что отследить там больных лиц очень тяжело, а это место массового посещения. Сделать там санитарные или, скажем, противоэпидемические условия в том объеме, в котором они должны присутствовать, это просто невозможно. Вот. А наше население в субботу-воскресенье, естественно, очень дружно, массово посещает именно эти объекты. Ограничить, то есть, ну, скажем так, полностью запретить. Но вещевой рынок – это закрытие стопроцентное. К центральному рынку, где продаются продукты питания, там уж еще можно рассмотреть, как-то организовать. Аԥсны агәабзиарахьчареи асоциалтә премиер-министр Ҭамаз Ҵахнагиа иқәгылараҿы дырзааҭгылеит иазгәаҭоу апрофилактикатә усмҩаԥгатәқәа зегьы ишахәҭоу еиԥш ианрықәымныҟәаха ҳтәылаҿы авирус ахы цәырнагар шалшо. На сегодняшний день, да, подтвержденных случаев нет.
Но это не значит, что мы должны радоваться этому. И чего ждать завтра, мы тоже не знаем при таком большом потоке людей на границе ПСОВ. Поэтому это принципиально важный момент. И когда пациенты пойдут, вы знаете, нам не хватит больниц и не хватит ресурсов. Ресурсы наши ограничены. Я имею в виду материально-техническая база, оснащение медикаментами, расходным медицинским материалом, средства индивидуальной защиты. Да, мы создали определенный резерв, неприкосновенный запас. Мы распределили между учреждениями, которые непосредственно будут в контакте с подобными пациентами, если они пойдут. Но эти ресурсы будут исчерпываться, и нам необходимо иметь возможность их приобретать. Но, к сожалению, практически во всех странах, в том числе в Российской Федерации, наложено эмбарго на вывоз ряда расходных материалов, в том числе и оборудования, и диагностических тест-систем за пределы их территории. Конечно, в этой связи у нас есть определенные сложности. Коронавирус аҿагылара Аԥсны еиҿкаауа аштаб иаднакылеит аӡбамҭа. Уи аҟны иарбоуп ауааԥсыра авирус рацәыхьчаразы аус зло иҿыцу аметодқәа зеиҩ. Урҭ зегьы мшаԥымза быжьбанӡа аусура рулоит. Аметод ҿыцқәа нап-дыркхоит хәышәкыра ҩажәихәба инаркны. Центральным и местным органам государственного управления, государственным учреждениям, предприятиям и организациям освободить работников, имеющих детей дошкольного возраста, от выполнения трудовых служебных обязанностей без ущерба для производства с сохранением заработной платы с 25 марта по 7 апреля 2020 года. Продлить приостановление деятельности образовательных кружков, спортивных и танцевальных секций до 7 апреля 2020 года. Рекомендовать организациям торговли не допускать завышения цен на товары первой необходимости, включая продукты питания, детские товары, лекарственные средства, медицинские изделия, средства дезинфекции и индивидуальной защиты. Аҳәаақәҵаратә штаб иаднакылаз аӡбамҭаҿы иазгәаҭоуп ауаажәларратә транспорт аусура аанкылара. Убасгьы ашәҵатәы ҭирҭатәи аџьырмыкьа хадақәеи раркра. Ари аӡбамҭақәа амч рымазаауеит мшаԥымза быжьбанӡа. Налач Хинџьириаԥҳа, Ильдар Дамиров, Аԥсуа телехәаԥшра.